В Центральной избирательной комиссии прошел семинар на тему «Мониторинг социальных сетей во время выборов в Кыргызстане». Он был организован при поддержке Центра гуманитарного диалога из Швейцарии. Это мероприятие стало частью серии встреч, посвященных обсуждению роли глобальных социальных платформ в ходе избирательных кампаний. В 33 городских кенешах изъявили желание принять участие 39 политических партий. И сегодня по городу Бишкек и некоторые политические партии, которые участвуют в регионах. Здесь прошел семинар на тему проведения агитационной кампании на полях социальных сетей. Во время семинара эксперты Центра гуманитарного диалога рассказали о своем опыте и поделились знаниями по вопросам проведения агитации в соцсетях. Особое внимание было уделено эффективному использованию цифровых платформ для продвижения предвыборных программ и мерам борьбы с дезинформацией и манипуляциями в интернете. Кроме того, политические партии, участвующие в выборах в Бишкекский горкенеш, подписали меморандум. Этот меморандум обязывает политпартии соблюдать правила ведения агитации, в том числе в социальных сетях. Также совместно с Институтом политики и развития были подготовлены брошюры и памятки для предстоящих выборов в местные кенеши, в которых не менее 1% информации предоставлена в адаптированном виде для незрячих. Последние 3 года мы видим от государства очень большие, хорошие показатели. Прям со всех направлениях одновременно, то социальный блок государства, она уже совершила очень большой рывок. Это вот вы сейчас, наверное, сами видите, да, вот нам вот брайлерские книги, брайлерские вот эти специальные бумаги подготовили. Это очень важно. Почему? Потому что действительно, если человек, нету смысла жизни, когда человек не видит в целом этот мир, да, вот. И через пальцы она распознает всю информацию, посылку распознает глазами через переводчика. Колясник распознает доступность среды помещения и так далее, да. В новой брошюре вся информация предоставлена уникальным шрифтом Брайля, адаптационного для людей с нарушениями зрения. Это позволит им полноценно участвовать в избирательном процессе. 17 ноября 2024 года будут выборы в местные кенеши. Это большое политическое событие. Для того, чтобы обеспечить равный доступ, равные возможности для всех граждан, мы совместно с ЦИК разработали различные информационные материалы, которые мы перевели на язык Брайля. И люди с ограниченными возможностями, получив эти материалы, я думаю, смогут реализовать свои права, избирать и быть избранными. Это хорошая возможность, хорошая мера со стороны государства, которая направлена на то, чтобы позволить этим гражданам, соответственно, реализовать свои конституционные права и участвовать в выборах и активно принимать участие в развитии страны. Как заключили участники встречи, данный семинар подчеркивает важность соблюдения этических норм при онлайн-агитации. Малик Аюпов, Диана Абдулдаева, Оскар Маратов, ЛТР Бишкек.